Сейчас мало кто решает рабочие вопросы посредством диалога с начальством. Выбирают иной способ, безусловно действенный, но конфликтный – обращение в прокуратуру и суд. С начала этого года прокуратурой города было выявлено 7 предприятий разных форм собственности, имеющих задолженность по заработной плате. В суд предъявлено 250 исков на сумму более 5 миллионов рублей, которые в результате рассмотрены положительно. По результатам прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате на вышеуказанную сумму, а также в отношении руководителей предприятий, которые также в моем докладе были уже озвучены. В отношении руководителей указанных предприятий были применены меры прокурорского реагирования, такие как вынесение постановлений о привлечении руководителей к административной ответственности по части 1 Кодекса Российской Федерации административных нарушений по статье 5.27. Также внесены представления прокурора города и объявлено предостережение о недопущении нарушения закона. На заседании комиссии также были рассмотрены вопросы, касающиеся контроля, соблюдения законодательства, изменений в налоговой сфере, состояния и условий охраны и безопасности труда. Кроме того, были приведены данные статистики по занятости населения и оформлению трудовых договоров. В ходе обследования выявлены следующие нарушения. Имеются случаи допущения работника к исполнению трудовых обязанностей без заключения трудового договора, что является нарушением статьи 61 Трудового кодекса Российской Федерации. В трудовых договорах не указывается размер оплаты труда, режим рабочего времени, нет условий о предоставлении отпуска, это обязательное условие, является нарушением статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации. В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, фактическое допущение к работе работника без оформления трудовых отношений влечет наложение административного штрафа до 20 тысяч рублей. За уклонение от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, тогда как фактически имеют место трудовые отношения, штраф в размере до 100 тысяч рублей. Работа трехсторонней территориальной комиссии направлена на защиту интересов работающих граждан. Заседание ТТК продолжится и впредь. Елена Афанасьева, Рустам Мангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.